Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 30 соглашений, новые горизонты, чем завершился масштабный экономический форум Абхазии. Тысячи заявок, 85 финалистов и 48 победителей. Завершился масштабный республиканский конкурс «Гостеприимная Абхазия». В Абхазии запускают масштабную программу льготного кредитования. Дамбу прорвало в Дербентском районе Дагестана. Вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Маметкала. В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4000 человек, сообщили в МЧС. Не обошлось без трагедии. Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Маметкала и Генджух. Девушка и ребенок погибли. Последствия непогоды ликвидируют более 3000 спасателей, 866 единиц техники. Ситуацию с воздуха мониторит авиация. Сильные ливни обрушились на Дагестан с конца марта. Только за минувшие сутки на юге республики выпало 340% месячной нормы осадков. Вода разрушает трассы и железные дороги, сносит машины, затапливает жилые дома, часть из которых находится под угрозой обрушения. Более 130 сел остались без электричества, более 50 без транспортного сообщения из-за камнепада. Президент Республики Абхазия Бадыр Агунба дал указание МЧС оказать посильную помощь пострадавшим от мощного наводнения в Республике Дагестан. Распоряжение главы государства поступило накануне 5 апреля, сразу после получения информации о ситуации. В свою очередь, глава спасательного ведомства Республики Лев Квицыня связался со своим дагестанским коллегой Нариманом Казимагомедовым. Было принято решение о формировании и отправке в Махачкалу гуманитарной колонны с сухомасгрузом первой необходимости. Ограничение на экспорт бензина из России не коснется Абхазии. Правительство России ввело ограничения на вывоз бензина за пределы страны. Такое решение принято для стабилизации внутренних цен на топливо на фоне повышения биржевых и мировых цен на нефть и нефтепродукты. Данный запрет не затронет Республику Абхазия, так как в рамках действующих внутренних соглашений между странами поставки нефтепродуктов регулируются особым порядком, сообщает пресс-служба Минэнерго. Поставки бензина в Абхазию будут продолжены в обычном режиме. Минувшие выходные в Сухуме завершился Абхазский международный экономический форум. В течение 3 дней участники мероприятия, руководители профильных ведомств Абхазии и России и эксперты обсуждали перспективы развития ключевых отраслей экономики, туризма, сельского хозяйства, энергетики и инфраструктуры. Поставлены конкретные задачи, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Аэлита Арутюнян продолжит тему. Абхазский международный экономический форум прошел плодотворно. Об этом говорят как организаторы мероприятия, так и участники, гости и эксперты. В рамках форума подписано около 30 соглашений в ключевых сферах экономики. С момента признания России независимости Республики Абхазия такой масштабный форум был проведен впервые. Теперь необходимо приступать к реализации намеченных планов и договоренностей. В своем выступлении зампредседателя правительства РФ Александр Новак обратил внимание на необходимость и гармонизации законодательств двух стран. Это должно быть сделано в целях защиты интересов инвестора. Мы все с вами знаем о том, что инвестиции, которые будут привлекаться в нашу страну, в развитие экономики нашей страны, конечно же, есть законное право и законное пожелание наших инвесторов максимально защитить свои инвестиции. И в этом направлении, я думаю, что по итогам форума глава государства
государства и руководители нашей страны будет, значит, какое-то обсуждение итогов форума, в ходе которого мы должны определить, какие направления и в какие законодательные нормативные акты нам необходимо будет вносить изменения. Я вот хочу подчеркнуть, чтобы знали наши телезрители, наши граждане, что сегодня в нашей стране еще одна, значит, дана еще одна возможность для развития нашей экономики. На форуме был отмечен серьезный рост собственных возможностей Абхазии. Однако, несмотря на увеличение национального бюджета, этого недостаточно, чтобы заявить об эффективно работающей экономике. Беслан Халваш подчеркнул, что все инвестиционные соглашения, которые были подписаны в рамках форума, важны для страны. Депутат уверен, и законодательная, и исполнительная власть приложат максимум усилий, чтобы воплотить планы в жизнь. В плане внесения изменений законодательства я бы хотел подчеркнуть, проблема не в том, чтобы всех и вся освободить от налогообложения. Инвестиции нужны нашей стране первое, для создания новых рабочих мест, второе, для увеличения нашего бюджета для налоговых поступлений. Если, на мой взгляд, это сугубо мой взгляд, да, если есть очень нужные, необходимые инфраструктурные какие-то проекты, типа тех проектов, которые мы, значит, осуществляли, вот, например, открытие аэропорта, да, если есть какие-то очень серьезные инфраструктурные такие проекты, в реализации которых нужны дополнительные какие-то налоговые послабления, но эти проекты очень сильно нужны будут в нашей стране. Вот, например, я бы взял бы, если энергетику, мы все знаем наши проблемы в энергетике, можно было бы, вот как в случае с нашим аэропортом, в отношении очень серьезных инфраструктурных проектов можно было бы принимать отдельные какие-то законодательные нормативные акты, которые будут стимулировать нашего инвестора для привлечения туда инвестиций. Как отметил, выступая на пленарном заседании форума премьер-министр Владимир Делба, среднесрочная цель правительства – довести средний размер пенсии до прожиточного минимума, а среднюю заработную плату до 4-кратной величины прожиточного минимума. Владимир Делба подчеркнул, правительство исходит из принципа, что люди – главная ценность государства. Социальная защита граждан республики должна быть в приоритете, отмечает и Беслан Халваш. Я поддерживаю, и я очень рад, что премьер-министр и правительство в целом, они видят эту проблему, и они ставят перед собой задачу по решению вот этих вот вопросов. Мы неоправданно долго, мы не можем, да, в отсутствие каких-то финансовых возможностей, связанных с нашей экономикой, мы неоправданно долго, наше население, не можем обеспечить достойной заработной платой и достойным пенсионным обеспечением. В ближайшее время будут приниматься законы о едином социальном взносе. Мы обсуждали это в прошлом году, в том числе и с вами, который позволит в социальной сфере начать реформу социальной сферы. Мы должны знать категории социально, значит, незащищенных слоев нашего населения и создать систему по оказанию им необходимой квалифицированной помощи. Беслан Халваш уверен, если использовать открывающиеся возможности, уже в течение нескольких лет будет заметен результат. Еще один уникальный шанс поставить экономику нашей страны на те рельсы, на которых она должна стоять. Я очень сильно надеюсь, что реализация этих соглашений позволит в том числе увеличить бюджет, увеличить отчисления в страховые фонды, увеличить людей, которые будут заняты на определенных производствах и в сфере услуг. И я очень сильно надеюсь на то, что результатами форума мы свою экономику, если в течение 2-3 лет мы поставим на нормальные рельсы, я думаю, что те возможности, о которых говорит премьер-министр, они вполне осуществимы.
Повышение заработной платы и пенсионных выплат напрямую связано с экономическими возможностями страны. Чем больше развита экономика, тем выше благосостояние граждан. Порядка 30 соглашений – конкретные шаги к тому, чтобы республика стала надежным партнером и продолжила активное развитие. Айлита Арутюненко, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц встретился с делегацией МИД Сомали, которая принимала участие в работе Абхазского международного экономического форума. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества и конкретные взаимовыгодные предложения. Министр экономики Теймураз Микваби представил проект по экспорту питьевой воды и предложил использовать Абхазию как транзитный коридор для оптимизации логистических маршрутов. Представитель Сомали Исмаил Хасан Нур высоко оценил эти инициативы, отметив их экономическую выгоду и возможность снижения транспортных расходов и оптимизации логистических процессов. 20 миллиардов для роста. По поручению президента Абхазии Бадры Гумба в республике запускается масштабная программа льготного кредитования. 20 миллиардов рублей. Именно такой объем финансовой поддержки получит реальный сектор экономики до 2030 года. Соответствующее соглашение было подписано с председателями межправкомиссии на полях экономического форума. О том, кто может рассчитывать на кредиты и как подавать заявку, в репортаже Гугу Цевардания. Этот документ ждали давно. По поручению главы государства Министерство экономики совместно с российскими федеральными органами разработало прозрачный порядок реализации льготных кредитов. Свои подписи под соглашением сопредседатели межправкомиссии поставили в минувшую субботу. Главная цель – дать бизнесу длинные и доступные деньги. Президент Бадра Зуравович Гумба определил стратегическое видение и приоритеты экономического развития. Задача правительства – обеспечить реализацию основных направлений государственной экономической политики, воплотить стратегические ориентиры в конкретных показателях, механизмах и бюджетных обязательствах. Механизм прост. Льготное финансирование предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным в Абхазии. Низкая стоимость кредитов для предпринимателей будет обеспечена за счет прямого субсидирования процентной ставки. Общий объем программы на ближайшие 5 лет составит колоссальные 20 миллиардов рублей. Имеется в виду, что российские банки, которые изъявили готовность участвовать в данном процессе, это ПАО ВТБ, Россельхозбанк, ВБРФ, и также их дочерние предприятия будут предоставлять абхазским юридическим лицам заемные средства по льготной ставке. При этом разница для того, чтобы банки не несли убытки, будет компенсироваться правительством Республики Абхазия из средств российской финансовой помощи. Абхазские юридические лица в данном случае могут рассчитывать на получение кредита по ставке, которая является плавающей. И рассчитывается по формуле ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации умноженная на 0,7. На текущий момент, исходя из ключевой ставки Центрального банка России, составляющей 15%, ставка для заемщика будет составлять 10,5%, что в текущих условиях, когда заемные средства являются, скажем так, дорогими по сравнению с прошедшими годами, и текущая рыночная ставка по кредитам в абхазских банках колеблется в пределах от 22 до 24%, за исключением потребительских кредитов, которые еще выше. Данные средства являются максимально дешевым источником реализации инвестиционных проектов, которые доступны нам на текущий момент. То, что касается размера инвестиционных проектов, сейчас мы с вами говорим о программе, которая предполагает выдачу кредитов, сумма которых превышает 50 миллионов рублей. Сейчас Минэкономики готовит порядок ранжирования проектов. Это система отбора наиболее полезных для страны инициатив. В фокусе внимания агропромышленный комплекс, переработка продукции и туризм. Однако в ведомстве подчеркивают, двери открыты и для предпринимателей из других сфер. Важен и географический баланс. Кредитный ресурс должен дойти до каждого района республики. При этом особый акцент сделают на тех территориях, которые сегодня остро нуждаются
в инвестиционном импульсе. В том, что касается ранжирования проектов, еще рассматривается такой вариант – установить критерий как район, в котором планируется реализовать инвестиционный проект. У нас такая практика была в прошлом году в рамках реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Опять же, на примере прошлогодней программы речь идет о том, что районы с наименьшим уровнем социально-экономического развития, это в первую очередь Творчальские, Чимчирские, Гальские районы, при реализации инвестиционных проектов в таких районах инвестиционному проекту на этапе входа будет предоставляться больше баллов при рассмотрении, соответственно, будет больше шансов, что этот проект будет впоследствии одобрен комиссией. Срок кредитования – еще одно преимущество программы. Закрыть заем можно в течение 10 лет. Итоговые показатели будут зависеть от качества предоставленного бизнес-плана и решения банка-кредитора. Главный социальный эффект, на который рассчитывают власти – это создание тысяч новых рабочих мест и укрепление платформы для экономического суверенитета страны. Мы пробовали подсчитать на основании проектов, которые реализовывались в период с 22 по 25 годы, и есть понимание, что на сумму 10 миллиардов рублей ожидается создание порядка 500 рабочих мест. Это имеется в виду проекты, объем финансирования, который мы планируем получить в период 26-27, может быть, часть 28 года. Впоследствии уже, безусловно, все будет зависеть от инфляционных процессов, как они влияют на то, насколько эффективно использование заемных средств. Вся информация о том, как подготовить документы и подать заявку, появится уже 6 апреля. Ознакомиться с правилами можно будет на официальном сайте Министерства экономики и в СМИ. Гугу Савардания, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. В республике подведены итоги масштабного проекта «Гостеприимная Абхазия». Путь к финалу был непростым. Каждая идея оценивалась по строгим критериям. От экономической выгоды до реального социального эффекта. Из 1000 заявок прошли лишь 80 инициатив. Победителями стали 48. Итоговая церемония подчеркивает статус события. В зале президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В величественных стенах Абхазского драматического театра развернулась настоящая феерия. Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Гостеприимная Абхазия». Воздух наполнился торжественностью момента. Открыли праздник гимном Абхазии и России. Атмосфера события наполнена радостью и восхищением. Громкими аплодисментами чествуют победителей конкурса. Каждая деталь программы тщательно продумана, чтобы создать незабываемый праздник. В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Глава государства подчеркнул, что в легенде о том, как земля досталась абхазам, главный мотив – гостеприимство. Столетиями Абхазию посещали люди, влюбленные в эту прекрасную землю. Но невозможно любить исключительно землю, не полюбив народ, который с распростертыми объятиями встречает каждого, кто приходит сюда с добром. Вы носители тех культурных традиций, заложенные нашими предками. Гостеприимство – то, что делало нас сильнее, то, что сохраняло нас в качестве народа. Конечно же, современное развитие туриндустрии требует новых подходов. Сегодня у нас появилась уникальная возможность, благодаря поддержке наших российских коллег, мастерской «Сенеж», благодаря руководителю Андрею Анатольевичу Петину и всей команде реализовать проекты, которые будут служить развитию нашей туриндустрии в целом. Конечно же, этот проект невозможно было бы реализовать без личной поддержки, инициативы, проявленной Сергеем Владимировичем Кириенко, за что огромная благодарность.
Бадыр Гунба подчеркнул, что перед участниками конкурса открывается реальная возможность укреплять потенциал туристической индустрии Абхазии. Это позволяет развивать не только прибрежную часть родины, но и всю территорию. Спасибо вам, что вы с таким энтузиазмом и с таким рвением занимаетесь этим делом. Я вас, конечно же, прошу, я вас призываю отнестись очень серьезно и реализовать то, что мы наметили. Мы с вами прекрасно понимаем, что это уникальная возможность, и не использовать эту возможность мы не имеем права. Я вам с уверенностью говорю, что за каждым из этих проектов мы будем персонально наблюдать, поддерживать, и, конечно же, плоды этой деятельности должны почувствовать не только граждане нашей страны, но и гости нашей республики. Поздравил финалистов и победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия» Сергей Кириенко. Он поблагодарил команду Абхазии, которая вышла с предложением провести этот конкурс летом прошлого года. Кириенко подчеркнул, что организаторы изначально планировали выделить 20 миллионов рублей на призовой фонд и определить 20 победителей. Однако жюри и организаторы не смогли ограничиться этим числом. Каждый ваш проект был пропитан не просто экономическими расчетами, обоснованиями, идеями. В каждый ваш проект была вложена частичка души, частичка вашего сердца. Была вложена ваша искренняя любовь к своей родной земле. Удивительные проекты, которые связаны со своими родными селами. Эти очень важные проекты, потому что мы с Бадыром Зурабовичем часто обсуждали, что одна из важнейших задач туристической сферы Абхазии – это показать гостям Абхазии, что есть не только удивительная прибрежная зона с прекрасным морем и замечательными пляжами, есть удивительные места в горах Абхазии, есть замечательная восточная Абхазия, до которой большая часть туристов не доезжает и просто никогда не видит этих красот, а расширение и географии, и туристического сезона, потому что земля Абхазии настолько богата, что здесь можно восхищаться и удивляться не только в летний сезон, но и круглый год. И ваши проекты действительно позволяют это сделать. Генеральный директор ОНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин поблагодарил всех участников конкурса «Гостеприимная Абхазия». Он отметил, что за 8 месяцев проекта участники подарили организаторам множество эмоций и впечатлений. Хотелось бы вас пригласить в большое сообщество гостеприимства. В президентской платформе «Россия – страна возможностей» 4 сезона реализовывался проект «Мастера гостеприимства». Более 200 тысяч человек участников, около 500 победителей. И вот мы приглашаем вас к этому сообществу, для того, чтобы соединить вас вместе. Возможно, и вы уверены, что вы сможете еще больше друг друга наблюдать различными идеями, проектами, которые вы сможете реализовать на родной земле. Но чтобы особо хотелось отметить и вас попросить, я уверен, что большое количество жителей в Абхазии сегодня следят и смотрят за вами. Сегодня узнают ваши имена как победителей. И сегодня только самый тот старт, когда вы уже доказали, подтвердили свои компетенции, свои желания, свои идеи, свои стремления, горящие глаза для того, чтобы реализовать качественные проекты для жителей Республики Абхазии и для гостей. Вот люди будут смотреть, насколько у вас получится. И это, конечно, в первую очередь не финиш, а старт и большая ваша ответственность. Андрей Анатольевич, спасибо вам большое за поддержку. Из вашей поддержки, в том числе персональной, вот этой вот, знаете, вот подсказок. Вот, честно говоря, было тяжело, потому что в Абхазии не было до этого таких практик, да, чтобы мы могли ознакомиться с проведением, с конкурсной механикой, со сбором, с акселерацией, с экспертизой и все остальное. Поэтому большое спасибо большой команде РСВ, большой команде Сенежа. Я думаю, что проигравших сегодня нет, потому что все получили уникальную возможность получить высококачественное, классное образование от лучших экспертов той индустрии Российской Федерации. И я уверен в том, что туристическая отрасль Республики Абхазия в надежных руках. Путь к финалу был непростым. Каждая идея оценивалась по строгим критериям, от экономической выгоды до реального социального эффекта. Из 1000 заявок прошли лишь 80 инициатив. Победителями стали 48 из них. И вот долгожданный момент. Бадыр Гунба и Сергей Кириенко торжественно вручают победителям заслуженные сертификаты.
Проект посвящен экотуризму, сельскому туризму. Основная цель – открыть новые направления для туриста, разнообразить как-то возможность туриста отдыхать там. Я предполагаю, что это будет как на несколько дней тур, такой в сельскую местность, с ознакомлением там с абхазской кухней, с абхазской семьей, с традициями, с культурой, с достопримечательностями, расположенной в сельской местности. Это будет на базе моего дома. Территория позволяет, площадка позволяет, уже много чего сделано для этого. Это будет в Удмуртском районе, в Силачеве. Главная цель конкурса – не только поддержка креативных идей, но и реальное развитие отрасли, повышение привлекательности республики, продление туристического сезона и создание новых рабочих мест. Участники – граждане Абхазии старше 18 лет, от студентов до опытных предпринимателей. Мой проект уже находится на стадии функционирования при Абхазском государственном университете. Это туристический клуб «Эрцахо». Проект направлен на развитие активного туризма среди молодежи, в частности, среди студентов, также и школьников. В ближайшее время, буквально в мае месяце, нами уже запланировано проведение похода для школьников, которые победят в республиканской олимпиаде по географии. Основная цель – это в некотором смысле привязка местной молодежи, морально-этических норм поведения в горной местности. Кроме этого, эффектами моего проекта выступают оздоровительные эффекты, воспитательные. Рисărăsănii Fășurădun соусидисвы сырхут хаскуяну кут избанзер дара и интересо эксперт Хаман и хацфраун наске хабрейх их разын в ризиге хвоярпаны ехешон буйтова идеюха дара и тени харасурсту. Здесь, в стране души, появляются те, кто берет на себя смелость создавать будущее туризма и гостеприимства. Так, в сердце Абхазии рождается новая страница ее истории. История светлого и устойчивого развития, основанного на талантливых идеях и искреннем желании делать родную землю еще лучше. Шазина Ханаго, Рамукамке, Абхазское телевидение. Графики работ по реконструкции исторической части набережной будут обновлены. Сейчас здесь продолжаются раскопки и сроки продлены по просьбе ученых. Ход работ по реконструкции набережной обсудили в мэрии. Глава администрации Сухума Тимур Агрба провел совещание по реконструкции набережной. Он сообщил, что принято решение о продлении сроков археологических раскопок на 3 месяца по просьбе ученых. Тимур Агрба поручил всем службам оказать всестороннюю поддержку ученым, техникой и рабочей силой. На время проведения раскопок будет сооружен временный променад по исторической части набережной через Сухумскую крепость и даже сделают подсветку, чтобы прохожие в вечернее время видели уже раскопанные археологические объекты. На территории мы расширяем тротуар, укладываем брусчатку. На городской территории, на подходе к территории крепости, нам необходимо обновить дорожное полотно с устройством асфальтобетонного покрытия. На месте при осмотре набережной в присутствии Бадра Зуравовича и Сергея Владимировича было принято решение, ими было предложено установить 3 смотровые площадки для того, чтобы люди, которые летом будут гулять по набережной, имели возможность наблюдать за нашими археологами, которые будут там вести работы. Глава администрации Сухума высказался по поводу некорректных расчетов по реконструкции набережной, обсуждаемых в социальных сетях. Тимур Агрба отметил, что реконструкция набережной на всей протяженности от поворота на Маяк до кафе «Пингвин» включает в себя не только замену тротуарной плитки. Проводится масштабная реконструкция, состоящая из десятков видов работ. Это и ремонт подпорно-волноотбойной стены, устройство водопровода, канализации, ремонт наших ливневых коллекторов, которые после демонтажа обнаружилось, что находятся в очень плачевном состоянии. Это озеленение наших парков, прилегающих к территории променада набережной, устройство теневого променада. У нас в парках появляется еще одна прогулочная зона, теневая. Значит, установка киосков, малых архитектурных форм, детских площадок, озеленение парковых зон. Исходя из вышеизложенного, хочу сказать, что оценивать реконструкцию набережной по одной позиции, замене брусчатки на променаде совершенно некорректно и непрофессионально.
Обращаюсь ко всем, кто негативно преподносит информацию о ходе ремонтных работ, тем самым ставя нас в крайне неудобное положение перед нашими российскими коллегами, которым мы безмерно благодарны за столь масштабную реконструкцию, собраться всем вместе, выступить в качестве меценатов и отремонтировать хотя бы 100-метровый участок на набережной, за что мы будем безмерно благодарны. Глава столицы также подчеркнул, что специалисты предусмотрительно уже демонтировали все, что представляло историческую ценность на набережной. На данном этапе демонтируют бетонные столбы, которые установили в послевоенное время и не представляют никакой ценности. Все материалы, которые представляют какую-либо ценность, в том числе столбы освещения, которые изготовлены из природного камня, демонтированы, увезены в цех для обработки и для дальнейшей установки этих элементов на исторической части набережной. Все, что сегодня демонтируется на набережной, не представляет никакую историческую ценность. Это бетонные конструкции, которые были там установлены в послевоенное время. Тимур Агрба поручил обновить графики производства работ на исторической части набережной и предоставить их на утверждение. Набережная проекта года под таким названием в студии Абхазского телевидения состоялся круглый стол. Участники дискуссии обсудили различные варианты сохранения исторической части набережной и другие аспекты реконструкции. Смотрите сразу после новостей. Мы же должны думать не только вот на сегодняшний день, там, что через 5 лет, через 10. Это строители, профессионалы, архитекторы, они должны посмотреть на 50 лет, на 100 лет, чтобы мы могли понимать, как бы, что будет и так далее. Не только 2-3 годами жить, как бы, нужно понимать. И заинтересованность, я посмотрел, что мэрия города, вообще вся общественность этим вопросом занималась. Я почувствовал некую какую-то, знаете, вот вопрос политизированности этого момента, связанного, вот, скажем, не столько иногда по делу разговор, сколько из этого что-то, значит, какой-то негатив вытащить. Мне так показалось. Я могу ошибаться, дай бог, чтобы я ошибался, но вообще нам делают подарок. Видимо, когда человек привыкает к подаркам со временем, потом он к этому начинает относиться уже с неким, скажем так, пренебрежением. Мало того, что нам делают подарок, еще нам делают подарок еще такой внешний вид, который будет, значит, такой же будет сохранен, плюс он будет качественный и так далее. Мы хотим иногда, мне так кажется, что мы начинаем ковыряться там, где не нужно ковырять. И, значит, знак благодарности, в частности, вот мы видим, сейчас и форум проходил, это же очень серьезные вещи. У нашего народа эти вещи оцениваются, я очень люблю. У нас есть абхазские такие выражения, которые четко определяют наши, значит, моменты. Вот связанные с архитектурными делами, связанные по городу набережной, это дело профессионалов. Но когда абхазов говорят «ухыл-пухых наиршнейрлу, когда ты, значит, даешь уже иногда тем людям, которые в этом не разбираются, обсуждать и так далее, они уже начинают, как бы, это должны разбираться профессионалы. Пресечена деятельность преступной группы, распространявшей наркотики в Абхазии в особо крупном размере. Задержаны 3 подозреваемых, у них изъято более 220 граммов мефедрона. В одной из квартир в городе Сухум задержаны 2 гражданки Российской Федерации, подозреваемые в распространении наркотических средств в особо крупном размере. В результате проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного УВД и УКОН МВД при осмотре помещения по месту временного проживания женщин изъято порядка 4 граммов наркотического средства мефедрон. Пилосян Маргарита Агоповна, 1999 года рождения, жительница города Сочи, в принадлежащей
принадлежащем ей рюкзаке среди личных вещей хранила 2 свертка с расфасованным внутри веществом, как установлено экспертами, наркотическим средством мефедрон общей массой более 5 граммов. При личном досмотре второй подозреваемой Меркашовой Карины Николаевны, 1992 года рождения, проживающей в городе Благовещенск Амурской области, сотрудники милиции изъяли из ее ручной клади аналогичные свертки с наркотическим средством мефедрон массой порядка 5 граммов. Также в ходе личного досмотра обеих гражданок были изъяты принадлежащие задержанным сотовые телефоны. Впоследствии устройства обследованы на предмет содержания в них информации, подтверждающей преступную деятельность лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Республики Абхазия. В онлайне человек пишет «сегодня», он вам пишет, а вот здесь вы ему пишете 2 грамма 20Т, 3Г 28Т. Это, я как понимаю, 2 грамма стоит у вас 20 тысяч, 3 грамма у вас стоит 28 тысяч. То есть вы занимаетесь сбытом наркотических веществ на территории Абхазии. В телефоне гражданки Пилосян помимо отметок мест реализации наркотических средств содержались сведения, подтверждающие получение денежных средств и факт приобретения наркотического средства. Таким образом, сотрудниками милиции установлено, что сбыт запрещенного вещества женщина проводила бесконтактным способом посредством мессенджера Telegram. При проверке мест ранее сделанных тайных закладок в городе Сухум по улице Академика Мара, а также на территории бывшего санатория МВО и по улице Акиртава было изъято 2 свертка с аналогичным наркотическим средством. Скажите, пожалуйста, за одну сделанную тайную закладку, да, какое денежное вознаграждение вам, сколько денег вам платили, чтобы купить данное наркотическое средство? Вместе с оплатой проживания всех расходов мне платили половину суммы, но это включая проживание и все остальное. А ранее вы занимались распространением наркотических средств на территории Республики Абхазия? Да. А в каких городах? В Сухуме, да? Также для личного материального обогащения? Была необходимость. Была необходимость. Как назывался ваш канал, через который вы промышляли этой преступной деятельностью? Джо Абахар. А где он это был? WhatsApp? Это Telegram. Вот через Telegram вы под этим псевдонимом продавали, да, наркотические средства? Да. По данным отметок геолокации на фотографиях в телефоне, принадлежащем гражданке Меркашовой, оперативные сотрудники провели обследование местности по улице Дарсалия в городе Сухум, где изъяли ранее размещенную по тайным способом закладку с наркотическим средством мефедрон. Следственным отделом УВД по городу Сухум в отношении Маргариты Пилосян и Карины Меркашовой возбуждено уголовное дело. В деяниях задержанных органом предварительного расследования усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В результате проведенных дальнейших следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен 3-й подозреваемый, и при пересечении зоны таможенного контроля на КПП ПСОЛ задержан Корнилин Илья Михайлович. Илья, да, вас зовут? Вам задается вопрос, есть что-либо запрещенное у вас в гражданском против наркотики, оружия, боеприпасов? Да. Если есть, выдайте, пожалуйста. При личном досмотре гражданин Корнилин, 1990 года рождения, житель города Солнечногорск Московской области, добровольно выдал имеющийся при себе вакуумный пакет. Как впоследствии установлено экспертами, вещество, изъятое у гражданина Корнилина, является наркотическим средством мефедрон общей массой порядка 199 граммов. Гражданин, вам задается вопрос, вещество, которое вы вытащили, добровольно выдали. Что это за вещество, где вы его приобрели, для чего, можете пояснить? Это мефедрон. Меня попросила привезти его девушка сюда. Сюда привезти, в Абхазию, да, получается? Откуда, куда привезти, можете пояснить? Я забрал его в Подмосковье, в лесу. И она сказала перевозить его сюда. А имя девушки можете сказать? Пилосяна Маргарита Акоповна.
Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого провели сотрудники УКОН Министерства внутренних дел совместно с отделом уголовного розыска УВД по городу Сухум. В отношении гражданина Корнилина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом В части 3 статьи 224, пунктом Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследование которого проводит транспортная прокуратура республики. Все трое фигурантов заключены под стражу. 24-й музыкальный фестиваль «Хиблагирзмава приглашает» начнется в Сухуми 2 августа. В этот день на набережной у здания Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чампа состоится торжественное открытие фестиваля. Программу продолжит вечером 5 августа в селе Бедия, где сцена будет организована под открытым небом у подножия Бедийского собора. Летний цикл выступлений завершится 8 августа концертом в Пицунском храме. Старший состав гагарского ансамбля «Фыртын» стал победителем золотого гран-при международного фестиваля конкурса «Кубок Кавказа. Сила корней», прошедшего в Чечне. Абхазские артисты представили 4 постановки в различных номинациях и в каждой заняли первое место. В фестивале участвовали коллективы, представившие в общей сложности более 100 номеров. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 7 апреля в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Погода ночью, утром и вечером возможны слабые осадки, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 10-15 градусов. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.